Каждый мусульманин стремится хотя бы раз в жизни побывать на благословенных землях Мекки и Медины и совершить паломничество. Ведь хадж является пятым столпом ислама, включающим в себя посещение Мекки и совершение надлежащих религиозных обрядов. Практические советы о том, как подготовиться к паломничеству, что ожидает мусульман в дни хаджа, какие обряды и как правильно их следует выполнять, и что рекомендуется, а чего следует избегать, будучи паломником, такую подробную информацию об этом получили мусульмане на практическом семинаре, который прошел в главной мечети Симферополя Кибер-Джеми. Семинар был организован Духовным управлением мусульман Крыма. Мероприятие традиционно было открыто прочтением сур из Священного Корана, и присутствующих поприветствовал заместитель муфтия Айдар Исмаилов, пожелал паломникам здоровья и стойкости духа при совершении хаджа. O'z diniy vazifalarini bajarmalari uchun elimizdan kelganini qilamiz. Buna qanoatkor olamiz. Ve acılık da İslam şartlarından bir tanesidir. Onun için biz üzerimizge vazife bilemiz. Kırım'dan acılıkka gitmek isteyen insanların o'zlarining bu farz olan, İslam'ın bir şartı olan bir ibadetini yerine getirmeleri için şarait yaratmak, şarait meydana getirmek. Sağ olsun müftiyata çalışkan arkadaşlar, ondan sonra sizin de anlayış göstermeniz ile birlikte biz birleşen bütün bu zorluklarını geçer ve muvaffakiyetle Allah-u Teala'nın razı olacağı bir şekilde Kırım Müslümanlarının açılıkka varıp gelmesini temin ederiz diye umutluyum. На семинаре также выступили представители компании-перевозчика «Муслим Тур», организовавшего в этом году хадж-тур для крымских мусульман, а также преподаватели ислама Духовного управления мусульман Крыма, уже побывавшие в Мекке и готовые поделиться своим опытом. Они поведали о маршруте и рассказали о всевозможных нестандартных ситуациях, с которыми может столкнуться каждый путник. Для женщин, изъявивших желание отправиться в этом году в Мекку, были даны отдельные советы и рекомендации касательно хаджа и проведен мастер-класс по завязыванию платков. Хотелось бы отметить рекордное количество женщин-паломников. В этом году их 77 человек. В сопровождении мужей и отцов они отправятся в хадж. Для паломников были приготовлены специальные информационные брошюры путеводителя по хаджу и дорожные сумки для всех участников паломничества. По словам руководителя отдела внешних связей Духовного управления мусульман Крыма Артура Решетова, все выделенные 300 квот укомплектованы, прием документов завершен, мусульмане уже прошли обязательную вакцинацию в целях профилактики инфекционных заболеваний и готовятся к отправке в паломничество на 6-8 сентября. На протяжении месяца они будут совершать поклонения и проходить священные места Каабы. Каждым годом паломники мусульман Крыма увеличиваются, и поэтому в этом году мы собрали самое рекордное количество в течение месяца. Это 300 человек и резерв 20 человек. Надеюсь, что на следующий год у нас будет квота увеличена, и мусульмане Крыма без ограничения поедут в хадж в благословенные места в Мекке. Мекка является священным городом для всех мусульман, встречающим каждый год до 4 миллионов паломников со всего мира. И Крым не исключение. Ежегодно сотни паломников из Крыма отправляются в священные земли Мекки и Медины для проведения религиозного обряда. Напомним, в этом году стоимость хаджа составила $2600. Стоимость хадж-тура для мусульман Крыма значительно снижена в связи с дотацией Совета министров Республики Крым и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Зенифи Велиди, Левер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.